Аэродром Березовка, также известен как объект И-850, запасной аэродром авиации ПВО СССР. В начале 1970-х годов на аэродроме была построена взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием. Начиная с середины 1980-х была проведена реконструкция и начато строительство жилого городка. В 1989 году на аэродроме был сформирован 144-й отдельный авиационный полк дальнего радиолокационного обнаружения и управления в составе 20 самолетов А-50. Это был единственный в то время на весь СССР полк, на вооружении которого были эти самолеты. Полк был предислоцирован на аэродром Иваново-Северный в 1998 году. В настоящее время аэродром заброшен и интенсивно зарастает растительностью. Служебные помещения разрушены, жилые дома частично брошены, частично заселены. Недалеко от бывшей военной части находится особо охраняемая природная территория – геологический заказник Скалы Каменки. Для печорской низменности в целом характерен низинный равнинный рельеф. Скалы Каменки, наоборот, представляет собой живописную долину. Скальные выходы известняков образуют каньон высотой до 40 метров. Прекрасный обзор на скалы открывается с крыши заброшенного 9-этажного дома. Раньше тут проживали военные и их семьи. Сейчас же все находится в состоянии разрухи. О былом величии напоминает местное название Хилтон и прекрасные виды на близлежащие красоты. Только представьте, кругом лес, скалы и река, а там вдалеке с аэродрома взмывают в небо самолеты. И все это вид с балкона вашей благоустроенной квартиры. Наверное, это мечта многих и по сей день, но былого величия не вернуть. Остается представлять, каково это было жить в местном Хилтоне. В самой части дела обстоят не лучше. В бывшей казарме и столовой, кроме голых стен, уже ничего нет. Медсанчасть же завалена всяким мусором и какими-то вещами из армейского прошлого. Здравствуй, юность сапога, пропади моя тоска. Вот он я, привет, войска, Пустые коридоры, везде валяются какие-то медицинские средства, журналы и медкарточки. Интересно, почему все это не уничтожили при расформировании части? На территории раскидано множество боксов и гаражей. Понятное дело, в них кроме самих стен ничего уже нет. А вот предположительно командный пункт. Часть сооружения находится под землей, частично затоплен, но пройти можно. Внутри прохладно и сыро, а ведь когда-то тут работали люди. Теперь же здесь полная разруха. А это командно-диспетчерский пункт. Отсюда диспетчеры следили и управляли полетами. Остались какие-то вывески на дверях в кабинеты, множество журналов погоды. А так, все как и везде. Повсюду хлам и мусор от постепенно разрушающихся стен и перекрытий. Если забраться на самый верх, оттуда открывается вид на саму взлетно-посадочную полосу. Все зарастает деревьями, и природа отвоевывает свое. В былые годы солдаты вычищали здесь все, и вид отсюда был действительно командный. Стоит упомянуть и о самой взлетно-посадочной полосе.
размеры ее впечатляют. 2850 метров длина бетонного покрытия, уложенная в 3 слоя. Плюс рулежные дорожки, стоянки самолетов и сами дороги между всеми постройками. Сколько же бетона, сил и средств ушло на все это. А теперь все это заброшено и постепенно рушится. Спасибо за просмотр. Мы служили Союзу, мы служили России, закрывали мы небо надежно на ключ, уезжали на Кушку, на север или Камчатку, и везде выживали и снова готовились в путь. По полгода мы ждали рассвета, полярные ночи, и на севере крайним теплом согревали постель. Там под звук агрегата, что целые сутки грохочет, каждый день уходили на службу в пургу и метель.